Загадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал eLife. Сегодня мы разбираем вот такую тему личных отношений. Уйти или остаться. Ну, правда, вот иногда сталкиваешься в личной жизни с такими проблемами, что уже не знаешь, вот, а стоит ли вообще оставаться в этих отношениях или уже куда-то уйти, а не знаешь, куда идти. И понимаете, вот оно вот, да, палка о двух концах. Думаешь, уйдешь, а куда уйдешь? Может, хуже будет еще, да, это жизнь, если ты уйдешь. Останешься, вроде как перспективы никакой на лучшее будущее. И вот каждый человек практически, да, в этой жизни когда-то сталкивается с этой дилеммой. Вот уйти или остаться. Стоит оставаться, да, в этих отношениях, они что-то принесут мне еще. Или вообще уже ничего не стоит. И у нас с вами будет, тут у нас Таро трехликого бога, да, 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. 3 варианта, да, уйти или остаться. Ориентироваться будете по своим чувствам к этому загаданному человеку. Деваться некуда. По-другому вы не сможете выявить, правильно выбрали позицию или нет. Вот только по своим каким-то чувствам, ощущениям к этому человеку вы поймете, да. Итак, пока выкладываю карты, приглашаю вас на наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. И надеюсь, что вы останетесь надолго, да. Мы гостеприимны для тех, кто нас любит, и, может, вы останетесь надолго. Первая позиция вот такая у нас. То ли муравей, то ли оса. Если оса, то без крыльев. На муравья похоже, да? Дальше, значит, стрекоза и лягушка. Это все с янтарем у нас украшение, да? Все с янтарем. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону, да. Итак, уйти или остаться. Вы загадываете человека, естественно, и спрашиваете, вот вам стоит с ним вообще дальше продолжать отношения или уже не стоит. Итак, мураш. И первая карта. Ваши чувства к этому человеку, по ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию, да? Ага. Тут у нас, значит, с вами 9 жезлов, да? Ну, смотрите, ваши чувства к этому человеку разнообразны. Здесь есть злость и гнев однозначно, здесь есть это. И даже может быть возмущение и защита своих границ. Здесь есть обвинение этого человека внутри себя. Гром и молнии скачут, то есть вы беситесь периодически. Но с другой стороны, у вас есть ощущение вот такое, ну как, может быть, некой стабильности, да. То есть иногда вы как на пороховой бочке в этих отношениях живете, а иногда переходите в стадию стабильности, ведь вроде как нормально. Вот. По этой карте невозможно сказать, что вы его любите. Скорее, он в чем-то вам надоел, вынес все мозги. И скорее буря эмоций именно негативных. Но и неравнодушны вы к этому человеку, понимаете? Вот и неравнодушные. В чем-то вы считаете, он неплох, но периодически вот именно вас что-то очень раздражает, бесит, возмущает, гнев вот такой, да. Может, какая-то его твердолобость вас возмущает. Здесь мы видим почему-то изображение Козерога. Я не говорю, что ваш человек это Козерог. Просто так совпало, что украсили данную карту упрямым животным. И, соответственно, возможно, этот человек действительно упрям. Или действительно не романтичен и настойчив, да, одновременно. Или, может быть, стабилен в своих негативных привычках, почему бы и нет. Но карта явно показывает, что вы уже хотите как-то оградиться от этого человека. Что в нем сидит
по вашему мнению, некоторое чудовище. И характер, как вы точно знаете, его неисправим. Просто вот эти стадии, когда вам вроде как стабильно, они вас и смущают на сегодняшний день. Если чувствуете, что правильно, значит, смотрите дальше позицию, да? Значит, дальше смотрим. Итак, дальше. Перспектива для вас, если вы останетесь в этих отношениях. Перспектива для вас, если вы останетесь в этих отношениях, да? Ну, 9 мечей. Тут у нас страшная рогатая рыба, вся в мечах. Понятное дело, что ничего хорошего. Понимаете, вот у вас может быть некое развитие эзотерическое-духовное благодаря человеку, если вы останетесь. Это да. С другой же стороны, вы впадете в депрессию, в нескончаемое отчаяние. У вас могут сниться кошмары по ночам, быть психологическая травма, да. И я считаю, что для будущего карта как-то не очень. Плюс человек по этой карте постоянно накручивает проблемы, в том числе отношений. И, соответственно, вы будете постоянно в этой накрутке, внутри себя будете постоянно накручивать, плюс периодически ощущать свое тотальное одиночество. Замечательные перспективы, прям великолепные. Так, перспектива, если вы уйдете, какая для вас? Ага, король мечей. У вас будет другой человек для отношений, совершенно точно. Лучше ли он будет? Вот в чем вопрос. Какой-то твердый характер, возможно, воздушный знак зодиака, или, опять же, представляете, Козерог. Или по королю мечей может быть даже Овен, но с твердым именно характером, с лидерскими качествами, дисциплинированный. Но чаще всего, да, это воздушные знаки, конечно. Такой человек может иметь высокое положение в обществе. И, соответственно, если вы женщина, да, у вас может быть очень достойный мужчина, однако тоже с характером. Вот, видимо, какая-то вы такая женщина, которая привлекает только мужчин с характером, да, с лидерскими качествами. Не тряпка уж точно, как мне некоторые тут пишут на канале. Зачем мне такая тряпка, какую вы описываете? Вот здесь точно не тряпка. Если вы мужчина, у вас перспектива, либо вы занимаете лидерскую позицию в отношениях и заводите отношения, да, либо вас все время будут смещать с вашего места другие мужчины. То есть вам в любом случае нужно показать будет свое мужское достоинство перед женщиной, вот какой вы гордый, какой вы там хорошо работник, зарабатываете, там глава семьи. Тогда у вас будут хорошие стабильные отношения, если вы уйдете из этих отношений. Что этот человек к вам чувствует? Что он чувствует? Ага, королева мечей. Ну, заметьте, да, в раскладе встали король и королева мечей. Парочка та еще, но, по крайней мере, складывается в пару. То есть у вас в будущем все равно, правда, может быть пара другая. Это знак расклада. Но, с другой стороны, его чувства к вам довольно злые, мстительные. Человек надевает маску перед вами. У него есть к вам именно злобность и холод, понимаете? Тут же и ревность, и желание наказать вас. По королеве мечей очень часто проходит месть. А еще это карта соперницы. Поэтому, если вы женщина, у вас может быть соперница в этих отношениях. Будьте внимательны. Вы спрашиваете, уйти или остаться, а у вас уже, возможно, есть соперница или женщина-враг для этих отношений. Задумайтесь. Его поведение или ее, да, ну, чаще всего его, если вы остаетесь, как он будет себя вести? Туз мечей. Жестковато, может и разговаривать нагловато, жестковато и говорить всю правду в лицо. Может ставить вопрос ребром с условиями. Карта не очень такая в плане, ну, романтики точно по ней нет. По ней может быть сексуальные отношения, страсть, да, но романтика... Карта говорит о том, что человек может действовать кардинально. Мы же действия спрашиваем. Его поведение, если вы останетесь, действие кардинальное. Что-то может рубить.
И также именно ставить условия какие-то, прям ультиматумы вам. Его действия, если вы уйдете, какие? Действия, если вы уйдете. Десятка пентаклей. Ну, какая-то стабильность войдет в жизнь с его стороны. Спокойствие. Он будет спокойно себя вести. Возможно, заведет другие отношения, семью. Карта явно показывает, что человек может названивать по ночам, даже из другой семьи или из других отношений. Может пытаться признаваться в чувствах или даже пытаться стабилизировать отношения с вами, наряду с тем, что у него будет, возможно, еще и кто-то другой для перспективы. То есть все равно он будет, ну, как-то, знаете, как по совести попытаюсь вернуть отношения, да. Совет от карт Таро. Как же все-таки лучше? Ну, карта смерти говорит, что вам лучше выйти из этих отношений, потому что они не имеют хороших перспектив, и человек, сам вы уже убедились, вызывает в вас раздражение, гнев, всякие разные чувства, но не такие, как романтика, любовь, сочувствие и так далее. То есть вы скорее к нему привыкли. Любви тут вряд ли найдете в себе, не осталось. И мое мнение, что здесь лучше уходить. Если вы правильно выбрали позицию, я, конечно, вас не склоняю разводиться там с мужем, с женой. Это только ваш расклад, вы выбрали послушать. Карты Таро не могут за вас решать, расходиться или нет. Просто это совет Таро в этой ситуации. Конечно, мы не можем вас склонять в какую-то сторону. Вы это делаете только сами. Ну, такая первая позиция у нас. А мы идем дальше. Мы идем к позиции номер 2. Итак. Уйти или остаться? Стрекоза. Человек номер 2. И первая карта, вы по ней ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Это ваши чувства к этому человеку. Пятерка кубков. Вы разочарованы в этом человеке. Причем вы знаете явно, что у него есть достоинства и много хороших качеств. Но вы их сейчас на основе чего-то не видите. По сути, хоть и у вас есть и печаль, и разочарование, и боль, но вы считаете, это хороший человек, все равно его любите. Чем-то он вас задел, обидел, разочаровал. Да, это правда, и вы скорбите, но с другой стороны, вы в нем видите много положительных качеств. И если бы, мол, он извинился или реабилитировался, вы бы могли его простить. Да, сейчас вы хорошего замечаете мало в отношениях, но это только именно на основе вашего пессимизма. Вы удручаете, ухудшаете в голове эту обстановку. На самом деле, может быть, все не так плохо. Человек так-то неплохой, действительно, тут видно по карте. У него может быть немножко упертый или хитрый характер. Он может там, да, иногда поступать как-то вот так, что не поймешь, что он сделал, да, хорошее или плохое, и вообще какая подоплека была, или для чего он это сделал. Что-то такое таинственное. С другой же стороны, он высокодуховно развитый, язык у него наверняка подвешен для общения. Он может быть романтичным, он может ухаживать, этот человек, у него есть такие способности, да. Много хорошего в плане там совместной радости, времяпрепровождения. Вы дружите хорошо в семье, в жизни, в любви, или как сказать. То есть люди же не только любовники. Ну и в принципе, в сексуальном смысле вы друг к другу подходите. Ну, я говорю, вот вы так-то на самом деле, у вас есть подсознательно к нему восхищение, любовь, чувство. Есть. Просто сейчас какое-то разочарование идет из-за чего-то, какой-то проблемы, да, из-за какой-то проблемы. Хорошо. Проводим наш расклад, если вы себя узнали. Перспектива для вас, если останетесь в этих отношениях, какая? Четверка пентаклей. Знак Скорпиона, да? Со змеями. Стабильность будет в этих отношениях, но и будет постоянная маниакальная привязанность. Знаете, вот говорят такие, как когда сильно к человеку привязываешься, держишься за него, зависишь, чувство собственничества у тебя такое мощное к нему.
Как любые скорпионы, да, они очень сильно держатся за свою жертву, за своего избранника, избранницу. Так и у вас будет в отношениях зависимость. Стабильность и зависимость. Ну, мол, никуда я тебя, вот пусть даже ты моя какашка, но я тебя никому не отдам. Вот именно так. Ну да, отношения будут стабильные, одинаковые. Возможно, долгие годы, но одинаковые. Без излишних улучшений, без излишних ухудшений. Остались мы на чем болтались, как оно было, так и будет. Вот. В общем, какая-то ровная такая ситуация, но никто никого не хочет отпустить. Так, перспектива, если вы уйдете. Какая у вас будет? Какая? У вас лично, да? Мир. Вы быстро вступите в другие отношения, в брак. Ну, это вам кажется сейчас, что это нереально, буду всегда этого человека любить. А на самом деле махом. Вот как-то у вас так получится, что вы, видимо, сейчас преувеличиваете вообще все. И свое разочарование, и его заслуги. Только вы порви с ним отношения, у вас будут быстро другие, и все. Другие довольно, кстати, хорошие. С браком, с стабильной ситуацией, с выходом на другой уровень. И, кстати, человек будет более состоятельный, возможно. Самое интересное. Так, чувство этого человека к вам, которого вы загадали здесь. Ну, он вас любит, это влюбленные карты. Но тут влюбленная карта, видите, содержит в себе тройку мечей. Когда ты любишь от души, у тебя всегда все равно и обиды бывают, и сердце бывает разбито, но это не мешает тебе любить, да? Он любит вас, несмотря ни на что, хотя вы его много раз обижали, и у него есть к вам сексуальное влечение. У этого человека однозначно. Он считает, что вы его половинка, он вас не отпустит. Так, хорошо. Его поведение, если вы остаетесь с ним, какое? Суд. Постараюсь все возродить, восстановить, улучшить. Вот прям первое время покажет, конечно, свои старания. А будет реабилитироваться, возрождать, что-то для вас делать. Ну, это только первое время, как обычно. Я уже в такие вещи не верю давно, но чтобы люди вот до конца жизни исправлялись. Они исправляются, да, но всегда скатываются почему-то в обратную сторону. Ну, и смотря как стимулировать отношения. Может, вы там будете постоянно вносить радость и яркие краски, да, и тогда человек останется таким, постоянно будет что-то делать хорошее. Так, его действия, если вы уйдете, какие? Шестерка кубков. Он будет всеми силами вас возвращать. Будет петь серенады под окнами или орать мяу. Будет пытаться вас куда-то пригласить, что-то сделать, вот сохранить отношения. Здесь у нас рак изображен. Раки вообще очень цепляются, как любой водный знак, за отношения. Они все водные знаки — это бумеранги, да, как говорю, постоянно возвращаются. Куда ни кинь. Вот, поэтому здесь не исключение, совершенно не исключение. По рачьи будет себя вести, пытаться вас вернуть. Вы будете ему сниться, он будет, там, не знаю, писать вам задушевные письма. То есть в любом случае, да. Так, совет. Как же поступить в этой ситуации? Паж Пентаклей. Дать ему шанс остаться, поговорить с ним, объяснить, что он не нравится, что вас разочаровывает. И вполне еще тут можно, как говорится, побыть в этих отношениях, уж если будет еще наглеть, да, там, или что-то делать не так, вас разочаровывать. Уйти-то вы всегда успеете снова. Причем это основывается, мой вывод, на вашей любви, да. Я чувствую, что вы восхищаетесь, любите, подсознательно привязаны к человеку. Ну как вот вроде любимого человека бросишь? Все равно это ведь неправильно. И тем более, что человек вас любит. Если есть взаимные чувства, можно многое исправить, в том числе и четверку пентаклей, внести больше яркости. Вот, так что думаю, что все будет хорошо. Ну, вот такая позиция номер 2. Так, а мы идем дальше. Третья позиция — уйти или остаться. У нас сегодня такая животрепещущая тема. И лягушка.
Поскакушка. И первая карта, ваши чувства к этому человеку, по ней ориентируйтесь, правильно ли выбрали позицию. Ой, рыцарь кубков, вы его обожаете. Я тебя обожаю, 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 вот прям вот так. Люблю, люблю, люблю. Я тебе и звезду с неба настану, и трамвай куплю. Я тебе и это, я тебе и то. Что же вы перед ним так распрыгались? Что же он такое вам сделал? Перестал с вами разговаривать, что ли? И чувствуете себя виноватой? Вы знаете, вот обычно, когда я вижу такую карту, я понимаю, что человек себя чувствует как будто виноватым. Начинает прыгать перед партнером, делать что-то для него, дарить подарки, говорить хорошие слова, признаваться в любви, писать, 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 звонить, звонить, звонить. Вот если у вас такого навязчивого состояния нет, ну просто, значит, очень любите, ну очень-очень любите. Готовы все для него сделать. Обожаете его, восхищаетесь им, у вас к нему страсть, у вас к нему романтика, у вас к нему все, понимаете? Эта карта, она всегда это предполагает, что вы восхищаетесь, любите, обожаете этого человека. Это очень порывистые чувства, именно порывистые такие. Именно когда человек, у него задурманена голова, и он прям вот весь просто на флюидах. Хорошо, если вы себя узнаете, анализируем, уйти или остаться. Перспектива для вас, если вы останетесь в отношениях, какая? Тройка жезлов. Ну, тут любовь прям написана. Голубки. Поэтому карта скорее предполагает, что у вас еще могут наладиться отношения, если вы останетесь и будете за них бороться. Более того, возможно, совместная поездка, переезд, общение друг с другом длительное. То есть все равно как-то тут люди решают еще все это дело. Поэтому вы можете продолжить в будущем эти отношения, сделать их серьезными, быть вместе, что-то вместе менять, ставить общие цели и любить друг друга. То есть даже сохранить романтику и страсть, понимаете? Перспектива хорошая. Так, перспектива, если вы уйдете, для вас какая? Луна. Вот как будто вы долго будете находиться в состоянии зависимости от этого человека, не можете его отпустить долгое время, страдать будете по нему, он вам все будет сниться, вы все будете хотеть его обратно вернуть. То есть, даже по Луне уже понятно, что не время уходить, да? Не время. Хорошо, чувства этого человека к вам сегодня какие? Шестерка жезлов. Он чувствует себя победителем рядом с вами. Это значит, что он видит вашего рыцаря кубков. Он видит, насколько вы его обожаете. Он этим пользуется. С другой же стороны, у него тоже есть к вам чувства и влечения. Но вы поднимаете слишком сильно его гордость и самооценку. Он себя просто обожает, не только вас. И в этом проблема. То есть вы слишком показали ему свою привязанность. Этого не стоило делать. Теперь, да, у него есть к вам чувства, но он не вас ставит на пьедестал, а себя. Понимаете? Себя. Хотя он вас любит. У него есть к вам страсть. Хорошо. Его поведение, если вы остаетесь. Какое? Восьмерка жезлов. Ссориться он может с вами. Видите, он какой? Он себя любит, он себя обожает. Он, конечно, начнет конфликты. Качать права будет постоянно. Выяснять отношения, потому что он знает, что вы его любите. И он этим пользуется. Его бы надо как-то проучить, как минимум. Вот смотрите, вместо того, чтобы добиться вашего расположения, да, вашей любви, потому что знает, что вы его и так любите, можно и по нервам проехаться, поиграть на нервах, поскакать по нервам можно. Можно еще довести до белого коленя. Вот и он что будет делать. Хорошо. Его действия, если вы уйдете, какие? Шестерка мечей. Он тоже уйдет. Вы уйдете, и он уйдет. Быстренько так ускачет из отношений, и все. То есть, видите, вот он какой. Видите, какой? Он настолько себя полюбил в этих отношениях, вы настолько ему подняли самооценку. Если вы уйдете, он тоже уйдет. Он даже не будет
вас возвращать. А если вы останетесь, он еще с вами будет на конфликты выходить, хотя у него есть к вам чувства. Совет, как себя тут повести вообще. 9 кубков. А здесь надо человека привязывать на жизненные удовольствия. Вы знаете, тут ему нужно создать такую зону комфорта, как зависимость такую, да, из которой ему трудно будет выйти. Ну, например, такой у меня борщ, которого ни у кого нет. Такие блины. Никто такие ни в ресторане, нигде не испечет. Готовить не умеете. Чистота в квартире. Идеальная. Идеальная. Или, ой, я тебе всегда там рубашку приготовлю, там все чистое, там накрахмаленное. Вот что-то как изюминка должна быть. Но чтобы с зависимостью, чтобы вот он на это прям клюнул, привык, и чтобы никто повторить не смог. Вот на это надо человека привязывать, и тогда, соответственно, уходить уже ему будет трудно. И он не сможет вами не дорожить, потому что вы его потом можете проучить, а он будет за вас уже держаться, цепляться и бегать за вами. Я считаю, что это дорогого стоит. Ну, вот такой ответ по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.